Мировая пандемия навсегда изменила жизнь на Земле. Она сломала все привычные устои, заставила людей иначе смотреть друг на друга, поменяла приоритеты, напомнила о хрупкости человеческой жизни и о том, что здоровье бесценно. В этот непростой период врачи совершают свой каждодневный трудовой подвиг. Именно доктора, медсестры, санитары – герои нашего времени. И это сейчас очевидно как никогда. Им обязаны своей жизнью выздоровевшие. На профессионализм врачей надеются все. Каждую минуту во всех уголках земного шара миллионы медиков, забыв о сне, еде и отдыхе, сражаются за каждого из нас. Врачи, словно ангелы-хранители, оберегая нас, вышли на фронт, сражаясь с коварным невидимым врагом. И они не остановятся, несмотря на смертельную опасность и потери, которые несут каждый день. Ведь вирус не щадит никого. В условиях пандемии и чрезвычайного положения полиция выполняет важные задачи обеспечения общественного порядка, соблюдения карантина и социального дистанцирования. Миллионы выездов, сотни тысяч операций ради спасения жизни людей. В любое время суток и даже в самых экстремальных погодных условиях. Такова работа сотрудников органов гражданской защиты. С первых дней в условиях пандемии сотрудники МЧС Карагандинской области были на передовой, дежурили на блокпостах, выезжали на ликвидацию пожаров и ЧС. По призыву главы государства Касым-Жомарта Токаева во время эпидемии коронавируса в стране каждый 8-й казахстанец пополнил ряды волонтеров и помогал нуждающимся. Мы благодарим карагандинских волонтеров за то, что в рамках поддержки медиков в период борьбы с коронавирусом они организовали по всей области акцию «Низкий поклон врачам». Волонтеры бесстрашно шли прямо в очаги заражения. Они сейчас продолжают делать добро, помогая многодетным и нуждающимся семьям, особенным детям и пожилым людям пережить сложные времена. Благодаря милосердию, отзывчивости десятков тысяч казахстанцев общенациональная идея добрых дел стала реальностью. Как отметил президент, казахстанцы подтвердили незыблемость духа нации, продемонстрировали единство и сплоченность, общность, солидарность, неравнодушие и заботу друг о друге. Героями не рождаются, героями становятся. Возможно, мы сейчас так далеки и не понимаем сердцем это, когда на радио, ТВ показывают героев. Для них ведь это труд деньской, работа, за которую платят. Но они сегодня, позабыв про 7 и 8 час, не знают выходных по час и забывают сесть. Нет, возможно, это не поймем. Мы там ведь не бывали, когда бессилен чем помочь, когда уходит жизнь, когда стоишь и не поймешь, что можно еще сделать, когда трясешься от бессилия, от боли, тяжести в ногах, и руки перестали слушать. Нет, нам этого совсем, по-моему, и не понять. Поэтому склоняю голову пред ними, героями, которыми они не хотели стать. Они такие, как ты и я. Но нас сегодня время разделило, как фронт и тыл. И я прошу от имени всех тех, кто не болел, переболел, кто все еще не верит, прощения и много раз прощения, и благословят вас небеса всех тех, кто думает о нас. Посвящение врачам, полицейским, медсестрам, простым ребятам-волонтерам, всем, кто кормит, обувает, всем, кто делает душой. И это неоспоримо. Спасибо. 1000 раз спасибо.